последнее время все чаще стали говорить о вымирании пчел, как вида насекомых. А связано это с тем, что все меньше и меньше людей занимаются разведением этих насекомых, а те, кто занимается, не всегда делают это правильно. Инвентарь в Республике Молдавия никто не производит, поэтому пчеловоды, и те, которые остались, это в основном частники и старые люди. Вот такие, как я, мне 74-й год уже пошел, но молодежи очень мало занимается пчеловодством. Почему? Потому что это тяжелые профессии и малорентабельные. В Камрадском районе 2500 семей. Для полноценного опыления на каждый гектар земли необходимо 2000 семей. Чтобы опылить все поля подсолнечника в Гагаузии, необходимо 34 тысячи семей пчел. Их нету, так зачем тратить даром деньги, солярку для вспашки, то другое, чтобы вырастить с каждого гектара по 9 центнеров. Когда можно половина только посеять не 17, а только 8 тысяч на опыление пчелами, получишь тот же самый результат. А деньги, сэкономленные на вспашку и прочее другое, на 8 тысяч гектаров, пустить на другие цели. Чтобы одна пчелка собрала килограмм меда, ей необходимо посетить около 1 миллиона цветков. Как правило, 40% из них лекарственные. Таким образом, получается, что в кристаллах меда концентрируется чуть ли не вся таблица Менделеева. В нем содержится все, и сахара, и насыщенные, и полисахариды, и моносахариды, и витамины, и кислоты органические и неорганические частично присутствуют. Все, что нужно, микроэлементы, макроэлементы, все, что необходимо для развития организма. Врачи в первую очередь рекомендуют употреблять мед детям, особенно в зимний период времени, для предупреждения авитаминоза и профилактики простудных заболеваний. 1 столовая ложка содержит столько микроэлементов, сколько необходимо ребенку в сутки, говорят специалисты.